прямом эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Спрос на облигации Якутии объемом 7 миллиардов рублей в 8-й раз превысил предложение и составил 56 миллиардов 900 миллионов рублей. В букбилдинге принял участие широкий круг инвесторов. Это банки, управляющие компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании, страховые компании, а также физические лица. При этом объем спроса от частных инвесторов превысил 18 миллионов рублей. Сбор заявок на облигации прошел 17 мая. Техническое размещение выпуска состоялось 22 мая. Организаторами размещения выступили Сбербанк КИП, МКБ, БК Регион, ВТБ Капитал и Совкомбанк. Напомним, что облигации имеют амортизационную структуру погашения. В ноябре 2021 года эмитент погасит первые 10% от номинальной стоимости. Еще 10% он погасит в августе 2022 года. С 2023 года эмитент будет гасить по 10% от номинальной стоимости дважды в год – в августе и ноябре. 13 мая 2026 года будут погашены последние 20% от номинала. Якутскэнерго намерена направить 95% чистой прибыли за 2018 год на финансирование инвестпрограммы. По итогам 2018 года Якутскэнерго получила 29 миллионов 750 тысяч рублей чистой прибыли. Совет директоров рекомендует направить на инвестпрограмму 28 миллионов 262 тысячи рублей, в том числе на технологическое присоединение. Оставшиеся 1 миллион 487 тысяч рублей пойдут в резервный фонд. Годовое собрание акционеров назначено на 25 июня. Реестр акционеров, имеющих право на участие, закроется 31 мая. Уровень просроченной задолженности по кредитным картам в первом квартале 2019 года упал до 15,3%. В Национальном бюро кредитных историй заявили, что в сегменте кредитования банки наладили наиболее эффективное управление рисками. Наименьшая доля просроченной задолженности среди 30 регионов-лидеров по объемам этого вида розничного кредитования зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе Югре. Наибольшее сокращение доли просрочки по кредитным картам наблюдалось в Башкирии и Ставропольском крае. Единственным регионом, в котором данный показатель увеличился, стала Республика Саха-Якутия. Порядка 150 тысяч тонн нефтепродуктов переработают на Ленской нефтебазе в этом году. Как отметили в пресс-службе «Саханефтегазбыт», компания планирует повышать эффективность работы Ленской нефтебазы. В частности, будет утвержден план по капитальному ремонту объектов нефтебазы на 2019 год. Проработают вопросы благоустройства и технического перевооружения нескольких АЗС с перспективой установки автоматических терминалов самообслуживания. Обновят технический фонд механических мастерских. Филиал обеспечивает нефтепродуктами весь западный регион республики. В состав нефтебазы входят автозаправочные станции в городах Мирный, Ленск, Удачный, поселках Айхал, Чернышевский, КЗС в поселке Витим, в селе Оленек, химико-аналитическая лаборатория нефтепродуктов. Свыше 150 тысяч тонн топлива доставят для подготовки к следующему отопительному сезону в северные районы в летнюю навигацию. Навигация пройдет по арктическим рекам Яне, Индигирке и Колыме. Отметим, что от северного завоза полностью зависит энергосистема этих районов. Навигация по арктическим рекам обычно длится с середины июля по сентябрь. Всего в летнюю навигацию филиалы ГУП ЖКХ по всей республике планируется доставить свыше 368 тысяч тонн топлива. Более 11 миллионов рублей выделено на субсидирование билетов на речные перевозки по направлению Ленск-Витим в Ленском районе. В ближайшие дни по маршруту Ленск-Витим начнет курсировать теплоход «Полесье». Если раньше до Витима в одну сторону билет стоил 4,5 рублей, то летом 2018 года цена упала до 2300 рублей. Добраться до Пеледуя можно было за 2000 рублей. Сейчас компания-перевозчик готовит причалы для приема и отправки речных судов. Предварительно сезон навигации откроется в течение ближайшей недели. Теплоход будет курсировать между Ленском и Витимом ежедневно. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.